Доброго утра! Сегодня в столице Башкортостана состоится открытие долгожданной фольклориады. Артисты со всего мира уже в Уфе. Ранним утром у нас в гостях уже побывали представители Соединенных Штатов Америки. И так будет каждый день, вплоть до 10 июля. Поговорим о том, насколько масштабны события фольклориады и как республика принимает гостей со всего света с министром культуры Республики Башкортостан Аминой Шафиковой. Амина Евгеньевна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение у вас? Настроение замечательное. Наконец-то мы сегодня стартуем. Наконец-то сегодня начинается наша 6-я всемирная фольклориада, к которой мы так долго готовились. Бессонные ночи подготовки, Амина Евгеньевна, да? Огромная команда людей, которые сначала креативила, думала, потом воплощала, и сейчас уже будем смотреть на результат. Да, действительно, это так. Вы знаете, мы вчера только стояли с коллегами, которые приехали нам из Москвы, ведь мы готовим ее совместно с ними, и мы стояли и говорили, ну, вот наконец-то началось, и уже все как-то уже легче, потому что вот эта вот немножко нервозная обстановка во время подготовки, когда ты боишься что-то упустить, она, конечно, нас всех изматывала. Но вот уже сейчас как-то легче. Ну, а знаете, почему легче, Амина Евгеньевна? Потому что к нам подошел один из представителей Америки. Наших друзей. Да, штат Гавайи, и вручил всем нам вот такие бусы. Успокоительные бусы. Замечательно. Из Гавайи. Большой этому замечательному мужчине Джозефу еще раз привет. Ну вот хочется вернуться вот в то время, когда только было принято решение о том, что Башкортостан станет той площадкой, где будет проведена следующая фольклориада. Это был 2015 год, если не ошибаюсь. Это был 2015 год, это было в Перу на совете СИОФ, на Международном совете СИОФ было принято это решение. Мы, как говорится, завоевали право, Россия завоевала право, Башкортостан. И тогда, в 2015 году, мы приняли на себя международные обязательства. И мы все даже эти не годы... Башкортостан, даже не Россия. Даже не Башкортостан. Это международные обязательства. Мы перед тысячами людей взяли на себя ответственность того, что мы будем проводить 6-ю всемирную фольклориаду. И совместно с коллегами из Москвы, это Тамара Валентиновна Пуртова, президент национальной секции СИОФ, то есть представитель России в Совете СИОФ. Вот мы шли рука об руку с ней, с Российским домом народного творчества, и мы понимали, что мы несем ответственность, готовясь к этой фольклориаде, перед всем миром, перед коллективами всех стран. Почему спрашивают, Амина Евгеньевна? Ну, вы знаете, сейчас достаточно большое количество негатива, да, пандемия, почему представители 37 стран приезжают в Уфу и так далее. Почему не отменяете? Ну, все не так просто, да? Вы знаете, да, мы сегодня можем принять решение очень легко отменить или перенести те или иные мероприятия, организатором которых являемся мы сами. Но в данном случае, когда было время, когда мы сомневались, и с Ради Фаритовичем мы это очень много раз обсуждали, взвешивали, но мы понимали, что мы не можем подвести ожидания тысяч людей со всего мира. Вы видите, как страны к нам приезжают, и с каким позитивом, с какими надеждами. Идет такое братание, знаете, это просто атмосфера царит нереальная. И сегодня мы понимаем, что мы сделали правильно, когда приняли решение проводить эту фольклориаду в этом году. В прошлом году, да, мы не знали, как действовать в той или иной ситуации. Сегодня у нас четкие алгоритмы. Вы знаете, даже вот был случай, когда один из участников подвернул ногу. У нас тут, мы его задушили в наших объятиях. Наша медицина сделала все возможное и невозможное, вплоть до того, что там его чуть ли не на ручках отвели, но все, слава богу, когда все обошлось, успел, все хорошо, вроде только на днях приезжать начали. То есть мы сами для себя определили так, что если даже в такой ситуации мы сработали вот таким образом, то какие-то более сложные ситуации мы преодолели. Я, знаете, какой очень положительный момент для жителей Башкортостана увидел в приезде всех этих гостей. Они обращают внимание на то, на что мы уже не видим. У вас такой зеленый город, говорят американцы. Мы никогда не видели, чтобы в городе было столько деревьев. У вас такие красивые люди, говорят они, улыбаются при этом. Вы знаете, действительно, вот это, я же говорю, с позитивом и с таким абсолютно дружеским отношением. Вот даже вот наши эти украшения, вот вы посмотрите, мы сегодня стоим в башкирских украшениях и в гавайских, так ведь? И это уже символ нашей дружбы. Это уже символ того, что мы можем быть вместе и творить, и украшать этот мир. Амина Евгеньевна, мы в течение последних дней с Альбиной анонсируем события, которые будут происходить в рамках открытия
Да. Вы можете приоткрыть завесу тайны? Какая легенда там, кем она была придумана, кто все это делает? А здесь я скажу, это наши все делают, и сделают потрясающе. Приоткройте завесу тайны. Вообще мозг, скажем, церемония открытия сегодняшнего, это дирекция концертных программ наша, которая создана на базе Башкирской государственной филармонии имени Хусейна Ахметова. Главный режиссер церемонии открытия Айдар Хизмулович Зубайдуллин. Большинство масштабных мероприятий, которые проходят в нашей республике, вот как раз создаются вот этой замечательной командой. Готовились мы очень долго, начиная с прошлого года, с позапрошлого. И идеологически мы выстроили это так, что не буду раскрывать всех подробностей, но я скажу то, что те символы, которые проходят через церемонию открытия, мы даже когда показываем Башкортостан и показываем символы нашего фольклора, мы сегодня понимаем, что эти символы, в принципе, они есть в каждой культуре, они есть в каждой стране. И это общечеловеческие, общемировые ценности, которые есть у каждого народа, и они передаются из поколения в поколение. То есть вот фольклор – это основа сегодня на том, на чем мы сегодня держимся. Иначе говоря, у каждого народа есть свой Урал-Батыр. Есть. Своя птица. Своя птица, свой Урал-Батыр, свое солнце, своя луна. Свой тотемный, какое-нибудь тотемное животное, например. Да, как есть у нас добро, есть зло. Все, больше ничего не скажу. Зато все участники уедут, четко понимая, какая же она легенда, история башкирского народа, откуда она произошла, во что она верила и продолжает ценить и Я хранить единственное культуру. могу сейчас сказать, картинка будет очень хорошая. Очень хорошие коллективы, и я просто настоятельно рекомендую всем телезрителям посмотреть в прямом эфире на канале БСТ прямую трансляцию. В 17:00. В 17:00. Еще один очень приятный момент. Мы, как принимающая страна, Россия в этом году выставила сразу 3 коллектива. Один из них пензенский, да, мы его только что видели, и 2 коллектива из Башкортостана. Это гаскаровцы и Мирас. Да. Они как-то по-особенному готовились к этому событию? Естественно, они готовились. У нас, гаскаровцы, они являются таким мостом с 6-й всемирной фольклориады, с 5-й всемирной фольклориады, когда они были в Мексике. И у нас будет парад завтра, который пройдет по улице Валиди до амфитеатра. И первыми пойдут как раз ансамбль Гаскарова, потому что они как объединяющее звено между 5-й и 6-й фольклориадой. Они готовили танцы, но они, естественно, являются участниками сегодняшней церемонии открытия. Они там, скажем так, центровые, одни из центровых коллективов. Вот костюмы шили, танцы ставили, будут участвовать дальше во всех мероприятиях. То есть даже для жителей Башкортостана, для наших телезрителей это будет что-то интересное, новое, свежее? Это мы таких масштабных представлений не делали никогда. Это, говорит, человек, который принимал церемонию открытия. И человек, которого сложно, в принципе, удивить, да? Мы не всегда весьма критично Вы знаете, мы над там нет каких-либо таких, знаете, номеров, к которым мы привыкли, башкирских традиционных номеров. Нет. Полностью вся музыка, которая написана, она где-то напоминает нашу. Посмотрите, увидите. Что касается событий, которые будут происходить в рамках вообще вот этой недели, то на что бы вы обратили внимание, что необходимо людям обязательно увидеть, если, конечно, они имеют возможность куда-то выйти и посмотреть? Во-первых, это сегодняшняя церемония открытия, которую мы уже проговорили. Это обязательно рекомендую посмотреть парад, который пройдет завтра. Это одно из ярчайших событий фольклориады. Это я по 5-й фольклориаде еще вспоминаю. Это настолько завораживающе и настолько идет позитив от каждой команды, когда они идут. Они не просто идут там, как мы привыкли к парадам, которые проходят на церемониях открытия тех или иных мероприятий, а это именно они показывают свое искусство. То есть все будет в движении? Все будет в движении. У нас будут 3 площадки, на которых они будут останавливаться и выступать буквально там минутку-две. Но это так ярко, это так красиво, это завораживающе. А присоединяться к танцам можно будет тем, кто будет рядом находиться? Присоединиться можно только, чтобы это было безопасно. И потом уже, когда пройдет весь парад, наши коллективы также могут присоединиться и пройти в амфитеатр. Мы сейчас готовим, вы знаете, рекорд. По количеству стран и по количеству национальностей. Хоровод, да. Причем там такая сложнейшая система, вплоть до того, что мы знаем, кто представляет башкир,
кто представляет русских. То есть вот в качестве представителя башкира в этом хороводе записали нашего народного артиста Республики Башкортостан Рифа Габитова. То есть вот четко фиксируется каждый человек, чтобы не было сомнений, что где-то кто-то упустил. И вся информация на этого человека. Вся информация на этого человека, да. Как все серьезно. Очень рассчитываю на то, что представители белорусской нации тоже будут. Это очень важно. Можете взять, будет как бы, если обязательно. что, вдруг. А я, знаете, о чем? Вот я стою и думал о какой-то глупости абсолютно. Простите меня, пожалуйста. Помните, была Олимпиада в Москве, 80-й год? Да. Сколько чернокожих мальчишек родилось в России? Может быть, у нас тоже вот это все как-то... Ладно, Кто должен был тебе прокомментировать что-то на это? это была просто реплика ведущего утренней телевизионной передачи. В любом случае, парад мы тоже покажем. А вообще нужно обратить внимание на то, что в Уфимском амфитеатре, это сердце фольклориады, так называется вот это место, будут проходить большие концерты. Будут проходить большие концерты. У нас каждый день будет выступать по 5 стран, которые к нам приехали. То есть, кроме того, что они у нас разъезжаются по 22 муниципалитетам, они еще все пройдут через центральную площадку. Начиная с завтрашнего дня, с 4 числа уже часть показывается, потом ежедневно по 5 стран. И на церемонии закрытия также какое-то количество стран мы покажем. То есть, если вы хотите увидеть все страны, вы ходите в амфитеатр каждый день, вы смотрите всех, и вы получаете представление о тех участниках, которые к нам приехали. Ну и помимо того, у нас еще будет работать же выставки. Мы открываем выставку масок и фотовыставку музыкальных инструментов в Национальном музее. Я приглашаю всех. И уже вот завтра начнет свою работу в час дня на верхней площадке Конгресс-холла выставка ремесленников. Тоже очень интересная выставка. Там наряду с приезжими ремесленниками, которые приехали к нам и тоже очень тщательно готовились, будут также представлены наши мастера. Поэтому надо ходить, надо покупать сувенирчики. Это будут исторические такие сувенирчики, памятные, которые конечно, можно передать потом внукам, в принципе. А мне кажется, вообще вся территория республики в эти дни просто зальется некой музыкой, энергетикой необычной. Все будет настолько Да, действительно, вы масштабно и знаете, колоритно. мы вчера, когда вот общались с Филиппом Басаном, с президентом СИОФ, он сказал о чем? Он говорит, вы знаете, пройдут годы, человечество победит пандемию, все про нее забудут, но вот шестую всемирную фольклориаду будут помнить все, потому что настолько яркая, красочная и вот действительно. Еще и потому, Альбина Фаритовна, что хедлайнерами каждого концертного дня в Уфимском амфитеатре будут известнейшие артисты. Народный артист России Надежда Бабкина, Манни же, который представлял Евровидение, потрясающе выступил, надо сказать, да. Эмир Кустуриц, который уже бывал в Уфе. Он бывал, он с удовольствием едет к нам еще раз, потому что он знает, какая тут атмосфера. И тем более, всемирную фольклориаду без Эмира Кустурица очень сложно сегодня представить. Согласен. Вот этот сербский колорит, ну это же фольклор в какой-то степени. Действительно. И у нас будет также ансамбль волынщиков из Москвы, потому что это тоже своего рода колорит. Они тоже как хедлайнеры к нам приезжают. Группа The Hatters. И я думаю, это будет такой вот микс, знаете, традиционного фольклорного с современным фольклорным. Поэтому приглашаем всех. Будет столько всего, много разного. Но если вы все-таки боитесь посещать площадки, смотрите все на телеканале БСТ. И вот мы приходим к выводу, что всемирная фольклориада – это потрясающий событийный туризм, который привлекает внимание к Республике Башкортостан не только... Не только России, но и всех стран. Да, а почему бы не прилететь в Башкортостан и увидеть самый зеленый город на земле, да, Амина Евгеньевна? Вы знаете, приезжают люди. Люди приезжают, и даже приезжают люди с Европы. Это я знаю почему, потому что вчера обращались к нам и спрашивали, где, как можно найти информацию. То есть мы сегодня понимаем, что, может быть, не в таком массовом варианте, как это могло бы быть, если бы не была пандемия, но туристы к нам приехали. Спасибо. Но я думаю, Амина Евгеньевна, если вам не сложно будет, мы с вами уже после фольклориады встретимся здесь и подытожим ее. Надеемся, что у нас настроение будет еще лучше. Конечно, будет. Поделимся впечатлениями, эмоциями и расскажем, кто что увидел. Обязательно. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Удачи, потому что работы много. Мы вам всячески будем как телевизионщик Терпение, помогать. сил и энергии, чтобы Спасибо. все реализовать, все Всем как нам запланировано. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан, была у нас этим утром в гостях. Первый день фольклориады. И, Альбина, мне очень приятно, что мы с тобой ведущие первого дня. Да, мы запустили это все. Мы первые, кто об этом начал говорить на главном телеканале Республики. И я надеюсь, что вы будете все смотреть, впитывать вот эту положительную, хорошую, добрую энергетику. А если будет возможность, и даже примите участие, возможно, в каких-то парадах и мероприятиях. Всем хорошего начала дня.